Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, уважаемые зрители. Ассаламу алейкум, уважаемый Амир Кахай. Салам алейкум салам, Бикбулат. Доброго времени суток, так скажем, да, всем подписчикам, зрителям и гостям вашего канала. Да. Сегодня у нас тема разговора, видео, которое относительно недавно, около месяца назад, выпустили товарищи, которые нам вовсе не товарищи, Искандер Измайлов и Дамир Исхаков. Много чего они там наговорили. Вот теперь я хочу услышать ваше мнение по этому поводу. Да, действительно, больше месяца назад выходило это видео. Ну, это видео, я так понимаю, было в таком, в ряде видеовыпусков, в которых эти два, значит, доктора исторических наук выступали с нападками. Сперва это нападкам подверглись башкирские активисты, потом сибиро-татарские, досталось и Российской академии наук, да, по поводу того, что они признали сибирско-татарскую норму языка, а также признали, что юртовские и карагашские диалекты являются диалектами ногайского языка. Это все, конечно, вызвало у них такую бурную реакцию. И вот, видимо, месяц назад, где-то с небольшим, они решили уже пройтись по нам. Да? Ногайским активистам из числа юртовцев, из числа карагаши, которые проживают в Астраханском регионе. Вот. Ну, что я скажу по поводу этого самого выступления их. На самом деле наши, так скажем, оппоненты или партнеры, их будем называть, да, ответили не нам, а своей пастве. То есть непосредственных ответов на наши доводы мы так и не услышали и вряд ли услышим. Ну, в частности, в качестве примера я могу сказать, что мы на одном из эфиров, допустим, приводили контрдовод тому же Дамиру Исхакову по поводу того, что он там делал параллель или связь происхождения нагайцев Карагаши с сибирскими тюрками, в частности, с карагасами. Сейчас этот народ называют официально тофа или тофалары. Вот. Когда мы дали, так скажем, ответ, что это никакой связи не имеет, контрдовода от него мы так и не услышали. Я же говорю, вот эти утверждения, они рассчитаны на неискушенную публику. В этом самом их видеообращении или, как там сказать, видеопосиделке, да, там было больше эмоций, но фактологии и, так скажем, аргументов таких, они были слабоваты или почти, так скажем, отсутствовали. Ну, допустим, такие ляпы. Видимо, в таком националистическом угаре эти товарищи, я сейчас не буду, один из вот этих товарищей утверждал, что татары в Астраханском регионе являются самой многочисленной группой из тюркских народов, из тюркского населения. Но если смотреть статистику переписи, последней переписи 2020-2021 годов и брать перепись там 10-го, 89-го и прочих годов, в Астраханском регионе среди тюркских народов по численности на первом месте стоят казахи. Их сейчас по официальной версии, по-моему, по официальной статистике, не то 150, не то 165 тысяч человек. Я сейчас просто... их значительно больше, чем татар. Более-менее, чем втрое. Татар, по-моему, где-то 50 тысяч по последней переписи. Поэтому это говорит о том, что у них вот здесь, так скажем, их личные какие-то, вот, условно говоря,
хотелки, их личные какие-то вот желания, да, их субъективный такой мнение, субъективный взгляд, они преобладают над объективной реальностью. То есть они, так скажем, уходят от этой реальности. Ну, тоже касаемо, допустим, по поводу информации по определенным, так скажем, деятелям, по определенным активистам. Даже я не буду на других активистов там ссылаться, но возьмем, допустим, по мне, по моей, да, личности. Там утверждают, что я не являюсь историком, что я закончил там физико-математический факультет и потом где-то заочно учился. Дело в том, что я нигде заочно не учился, все образование получал очно. Вот, с 89 по 94 год обучался в Астраханском государственном педагогическом институте имени Семена Мироновича Кирова и получил, значит, получил диплом по специальности учителя истории и математики. Вот. По поводу моей административной деятельности, где они говорят, что я был замом, я не был замом, я был главой администрации муниципального образования, это Карабашмаковский сельский совет. Вот я почему это вам говорю. Дело в том, что люди вот не очень, так скажем, серьезно относятся к информации, к фактам, как к историческим, так скажем, так и другим. И это показывает их, так скажем, отношение к тому предмету, который является, так скажем, в кавычках, предметом их исследования. В частности, к астраханским, допустим, нагайцам. В частности, к юртовцам. Вот. Поэтому все это, в принципе, хорошо показывает, что наши оппоненты даже вот на отношении вот этого всего дают заранее такую какую-то вот искаженную информацию, которая проходит, так скажем, через призму их субъективного взгляда, их субъективного мнения. Да, и я тоже это дело заметил. Вот, особенно в свете тоже вот несколько месяцев назад было интервью, речь Азата Бердина на одном из башкирских каналов. Тоже рекомендую, кстати говоря, просмотру. Там он критиковал отношение татаристов, не татар, а татаристов, к другим народам. У них была цель остаться вторым по численности народом и, возможно, увеличить за счет других народов там, и так далее. А как они этого добивались? Они оскорбляли нагайских деятелей, сибирско-татарских деятелей, башкирских деятелей. Реально оскорбление было. Можно даже, по идее, процитировать, посмотреть на их каналах это дело. До сих пор оно есть. У Ильнура Ярхамова, к примеру. Вот. Подтасовка фактов и так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, они какие-то доводы же приводили. Что вы об этом думаете? Там, по генетике, к примеру. Пожалуй, давайте разберем некоторые их доводы по порядку, да. Вот наши оппоненты, это звучало, кстати, и в этом интервью, про которое вы говорили, я имею в виду последнее интервью Измайлова и Исхакова, да, где они приводят исторические сведения относительно этнонима татар, что говорят, что татары – это самые древние в источниках, так скажем, этноним, народ и так далее. У Измайлова, по-моему, даже, если не ошибаюсь, выходила статья, где он самый такой, как бы, на данный момент раннее упоминание этого этнонима связывает с народом Жужани. Вот. Это эпоха, это время, это Центральная Азия, Монголия территория, Северный Китай сейчас. Период, связанный как раз вот с падением уже хунской державы и как раз время, которое предшествовало становлению первого тюркского каганата. Это такая, как сказать, степная вольница, да, Жужани. И вот там он говорит, вот наши предки первоначально появились там. Но если посмотреть антропологически, то и генетически никакой связи этих, так скажем, жужжаний и более поздних центральноазиатских племен, которые носили этноним татар. Кстати, в китайских источниках они упоминаются как шевей.
Так вот, они никакого отношения к современным средневолжским татарам не имеют. А эти потомки этих, так скажем, племен и родов, которые носили этноним татар, до сих пор встречаются в родоплеменном той структуре, в родоплеменном составе народов вот, внешней Монголии, или сейчас это Республика Монголия, да, внутренней Монголии, это автономный округ на севере Китая, в Бурятии, среди бурят это есть. Есть они среди, и, кстати, в Афганистане среди хазарийцев, это как раз потомки тех воинских контингентов, которые туда пришли вместе с Хулагу во время его завоевания Ближнего Востока, и там остались. Вот. Так вот, я хочу сказать, современные так называемые средневолжские татары или казанские татары, те же мишары, они никакого отношения к этим самым центральноазиатским татарам не имеют. Это можно посмотреть на сайте genofond.ru, где это все показано. Вот. Поэтому это, конечно, такое натягивание, так скажем, попытка натянуть сову, как говорится, на голову. Ну ладно, дальше идем. А теперь вот необходимо вот привести разъяснение относительно термина татар в русских источниках, ну, древнерусских, там, средневековых русских источниках. Да? Один из крупнейших знатоков арабографических памятников эпохи Золотой Орды и постордынских ханств Илья Васильевич Зайцев совершенно четко заявляет в своем интервью, кстати, он его давал его порталу «Миллиард татар», где он сказал, что термин татар не имеет четко этнической привязки. То есть не обозначает народ ни в эпоху Золотой Орды, ни в постордынский период. То есть, когда мы встречаем обозначение татар, речь не идет о конкретном народе вплоть где-то до 17-18 века. Кроме того, очень интересно, что в источнике 18 века Умдет аль-Ахбар аль-Крыми, крымского происхождения, да, татарами называют не только тюркские какие-то народы, но и калмыков, булгар и даже легендарных яджуджи и маджуджи. И чеченцы. Ну, возможно, да. Наверное, ни у кого не будет сомнений в том, что опять речь идет не о каком-то конкретном народе, да, таким образом не о каких там златоордынских татарах или о татарах Астраханского ханства, то есть о народе с таким названием, самоназванием, да, эндоэтнонимом, вновь говорить не приходится. Что же касается вот, наполнения термина татара в русских источниках, мне вот хотелось бы обратиться к статье Мурата Наурузгалиевича Здыкова, это доктор исторических наук, профессор кафедры истории Казахстана Западно-Казахстанского университета. Статья называется «Формирование яицкого уральского казачества в 16-18 века. Мифы и реальность», где автор приводит архивные данные, из которых следует, что татарами в те времена называли не только там крымских тюрков, да, или юртовских нулаев, но и калмыков, черкесов, туркмен и другие народы, которые проживали, так скажем, к востоку от России, и были как бы чужеземцами. Но здесь можно, так скажем, сделать такую аналогию для тех же самых вот древних римлян, да, когда они называли всех народов, которые проживали за пределами Римской империи и были не инкорпорированы в нее, не приобщены к римской культуре и так далее, их всех называли они варварами. Тогда слово «варвар» не было таким оскорбительным словом, а это обозначало понятие как чужеземец, чужой и так далее. Так и здесь. То есть термин татар он применялся для ряда восточных народов различного происхождения. Как термин немец для этих западных европейских народов. Или фряги для южноевропейских народов, жителей там Италии и так далее.
Да, я вот по генетике вспомнил одно видео тоже. Ну, я ютубер, поэтому по видео только рассуждаю. Олег Балановский лекцию читал о генетике татар и высказал такое мнение, ну, то есть не мнение, а доказанный факт, что все так называемые татары, сибирские татары, казанские татары, крымские татары и другие там целая куча татар, да, они все генетически отличаются, то есть разные популяции людей. И в то же время Искандер Измайлов, он там был на этом, выступал и противоречил ученому с мировым именем на самом деле. Вот. То же самое они против кого? Трипавлова Вадима Винцеровича. Кстати, Балановский тоже умер, пусть земля им пухом будет. Винцерович Трипавлов тоже умер, поэтому они хвост поднимают, я думаю, скорее всего. Вадим Винцерович Трипавлов, кстати говоря, говорил по одному из их доводов, что типа писали же астраханские татары, писали, что они татары в письмах к Ивану Грозному. Тогда, ну, вообще посольство, по-моему, да? Посольские книги, по-моему, были, да, собственно. Вот эти письма в русском переводе звучали как вот татары, там, мы там подписываемся как татары и так далее, пишут. А Вадим Винцерович Трипавлов вытащил оригиналы этих писем, в которых написано «Ногай». То есть, получается, просто послы или кто там, переводчики, толмачи перевели, по таким образом получается. Так что у них, как вы правильно говорите, никакого аргумента нету. Они просто работают на свою публику, свою паству. Вот там еще они утверждали, что нугаи не сформировались как народ. Ну, тут они, я думаю, путают слово «народ» и «нация». Ну, я хочу услышать ваше мнение. Да, здесь, конечно, все еще проще. Вот, упомянутый вами Вадим Винцерович, он совершенно четко сообщает, что нугаи сформировались как народ как минимум в XVI веке. А применение термина нугаи в качестве этнонима, а не сословного понятия, как пытается убедить неискушенного обывателя наши оппоненты из Казани, указал выше приведенном интервью порталу «Миллиард татар» и Илья Васильевич Зайцев. Ну, если этих, так скажем, личностей тюркологии, да, недостаточно, то для подтверждения наших контраргументов мы обратимся к такой же выдающейся личности, как Шабагуддин Марджани. Вот он совершенно четко определяет происхождение нагаев как раз из Золотой Орды. Я не буду эту тему развивать, я просто предлагаю обратиться к видео, которое недавно выпустил наш брат Алим Махсутов, да, где он четко разобрал, вот, про кого говорил Марджани, когда, значит, так скажем, разъяснял применение, правомерность применения там этнонима нугай по отношению там, к казанским татарам или к нугаям, которые живут в низовьях Волги, в Крыму, там, в Кавказе и так далее. Поэтому Алим дал четкое такое вот, без всяких эмоций, этот видеоочерк. Поэтому всем желающим я предлагаю посмотреть еще раз эту его работу. Да, Алим Максутов у нас действительно молодец. Можно сказать, компьютерная машина. Компьютерная логика у него. Это невозможно опровергнуть. Поэтому они пытаются ему не отвечать. Кстати, допереписная политика у них сейчас немножко отличается от современной сегодняшней политики. До переписи они пытались не обращать на нас внимания, типа букашки. Им, видимо, хватало, как они выражаются, как они выражались, фронтов сибирско-татарского, башкирского, астраханского там и так далее. Много у них фронтов было, вот они довоевались. И вот сейчас они решили, видимо, изменить немножко риторику, но старые вот эти вот гири им не дают дальше пройти, измениться, я так понимаю. У них уже утверждение было, что у нугаев нет культуры. Попробуйте их разочаровать, пожалуйста, если у нугаев культура. То есть средневековая, там, современная,
во время советской власти. Да, действительно, продолжаю вашу эту реплику, да, план Шлиффена у них не удался. Война на несколько фронтов. А. Ну, а возвращаясь к вашему вопросу, здесь также все достаточно просто по поводу культуры, да. Татаристы, они на что претендуют? Я имею в виду идеологи татаризма. Они считают, что они являются центром тюркского мира. Даже придумали э, такое химерное выражение тюрко-татары. Вот, я не понимаю, как это связано, тюрко-татары, да? Как это, на чем они это обоснованы? Химерное такое выражение. Вот. И вот я еще раз говорю, они смотрят поэтому на всех свысока, ну, на что нет у них оснований. Это даже вот можно посмотреть по тем репликам, которые, по-моему, у Измайлова были на этом видео, где он говорил, что казахская нация, узбекская нация, они были сформированы как раз при Советском Союзе, советский период. Да, действительно, советские социалистические нации, такие как казахская, узбекская и в том числе татарская, были созданы и, так скажем, директивно при советской власти. Вот это они тоже должны, так скажем, не забывать, что татарская нация социалистическая, она была сформирована путем инкорпорирования в нее, где костяком были казанские татары средневолжские, потом мишары, туда включили часть западных башкир, туда включили нагайбаков, туда включили нагайцев Нижнего Поволжья. Вот. И вот так была она сформирована. Сейчас идет обратный процесс. Вот, ну, что за высокую культуру, про которую они нам говорят, якобы научили нас, да? Что это за высокая культура? Танцы под гармошку и чак-чак. Кстати, чак-чак у нас тоже среди юртовцев делают. Там рецептура чуть другая и название другое. Нагайцы все знают, это называется нахсалла. Считаю, что то, что мы сейчас, я имею в виду часть юртовских нагайцев, да, танцуют там под басказом апипе вместо исполнения вот наших достанов, да. Гармошка у нас заняла там место домбры и обза. Мишарская вот тюбетейка каляпуш и марокканская феска сейчас их носят вместо вот этого нуай-бурка, да, папахи. Здесь не приходится вновь о чем-то говорить, о какой-то высокой культуре. Это сплошной суррогат. Ну, давайте предположим, да, так скажем, посмотрим с точки зрения наших оппонентов и предположим, что культура нуаев беднее татарской, да, хоть это не так. Ну а что сама татарская культура? Она идет в какое-то сравнение, допустим, с русской культурой XIX века, даже вот XIX века по своему вот богатству, содержанию? Нет. Означает ли это, она уступает русской культуре? Означает ли это, что татары должны отказаться от своей собственной культуры в пользу русской? Ответ очевиден. Это почему мы должны отказываться. Вот вновь можно вот приводить пример такой, что, образно говоря, нам навязали вот эту культуру, да, деревянные избы, там, луга, леса, вместо коня, степи, сабли и так далее. Той же самой юрты, атау, майхана. Вот. На самом деле ведь у нас со средневолжскими татарами разный совсем вмещающий ландшафт, разная антропология, разная генетика, разный менталитет и различный этногенез. Вот. Поэтому ответ очевиден. Да. Но это, если еще
взять со Средневековья, есть десяток, как минимум, известнейших личностей. Вот. Типа Шалкииз, Кастуран и так далее, и так далее. Вот. Во время, я не знаю, советская власть тоже были. Я знаю, которые они выросли среди ногайского народа, И то знаю, там, Сююн Капаев, Иса Капаев, там, то есть современные, там, Алиби Романов, Яхтанир Егенет после иншаллах. Асау, например. Есть у нас, и было, и всегда будет, иншаллах. Я думаю, так. Так, вот еще там задевался вопрос по поводу Ногаев. Типа, вот они, Ногаи жили в Большой Ногайской Орде. А вне Ногайской Орды у нас были Ногаи? Например, Астраханские Ногаи, к примеру, которых они пытаются делить от Ногаев. Конечно, тот же самый, например, Альфред Халиков, по-моему, учитель Исхакова, он в одной из своих работ дает определение, что Ногаи – это жители вот этой степной зоны от Дуная до Иртыша. Он по своим взглядам не был татаристом, он стоял больше на булгарской теории происхождения татарского народа, поэтому он отделял Ногаев от татар даже по, так скажем, по происхождению, по предкам. Вот. У него есть такая ссылка. Ну, а если посмотреть вообще на исторические источники, да, Ногаи, например, упоминается как подданные Беклербека Тахтиле, Тимирбие, это внук Идиге, сын его, да, внук Идиге, сын его, этого Мансура. Вот. Он первоначально был, значит, Беклербеком у хана Ахмата, участвовал вот в этой стоянии на Угре в 1480 году. Его ставка была, значит, в низовьях Днепра. Вот. И потом он, после уже гибели хана Ахмата, он становится Беклербеком у Менглигерея, крымского хана. Вот. Его дочь Нур-Султан была замужем за этим ханом. Вот. Первоначально она была замужем за казанским ханом, потом, когда овдовела, ее выдали замуж за крымского хана Менглигерея. Далее, если брать саму Астрахань, то в Астрахани вот тоже по источникам, которые приводят и Трипавлов, и другие гаеведы, там в русских источниках упоминается в Астрахани сущие Ногаи. Сущие Ногаи – это в переводе с средневекового, так скажем, русского языка, это местные, так скажем, Ногаи, да, которые жили в Астраханском ханстве, и они упоминаются в связи с чем в 1523 году под Астраханью, под Хаджи-Тарханом был разгромлен и убит крымский хан Мухаммед-Гирей, 1523 год. Там участвовали как ногайские мирзы из Ногайской Орды, в частности Агиш и Муса, и местные Ногаи, я имею в виду астраханские. Вот. Об этом наши оппоненты из Казани тщательно стараются умалчивать. Вот. Поэтому я же говорю, это все было. Ногаи – это понятие более такое обширное. Они, так скажем, присутствовали во всех постордынских государствах того периода. От Ногайской Орды до Крыма и Буджака. И в самой Казани, кстати, тоже имели вес. Да, я думаю, аргументов достаточно. Но, в принципе, как вы в самом начале разговора сказали, они аргументов, в принципе, не дают. Они подменяют понятия, подкидывают факты. Там. Про Владимира Винцеровича Трипавлова изначально говорят, какой-то историк опровергает наши слова, а в итоге потом начинает хвалить Владимира Винцеровича. Ну, потому что некрасиво умершего человека ругать там, и так далее. На самом деле они ему критикуют, оскорбляют. Как вот наши братья-башкиры доказали, оскорбляют всех подряд. И пытаются за счет этого как-то, не знаю, свою пасту воспитать, что ли, получается. Хотя средний татарин он как-то не очень-то к этому стремится, безразлично, мне кажется. Вот. В начале 20 века они образовались, татары, как бы пришли к выводу, да? Модерновую нацию образовали, придумали.
я бы сказал так. Ну как, следуя всемирной тенденции, будем так говорить. А у Нугаева был в начале 20 века какой-то проект? Ну, да, действительно, я скажу только в одном примере о том, что вот Абдрахман Умеров, это ногайский просветитель, общественный деятель, да, религиозный деятель из Астрахани, сам он Карагаш-Нугай. Вот. Учился тоже и здесь, и в Казани, у Шибагуддина Марджани. Вот он хотел создать и прилагал усилия для создания, в частности, Ногайской автономной республики, да, междуречия Терек и Сулака. Это было у него. Это вот начало 20 века где-то. Понятно. Ну вот еще вопрос тогда. Татары претендуют на наследие Золотой Орды. Что вы по этому поводу скажете? Уже смешно звучит. Согласен. Ну, если посмотреть на происхождение, на предков современных казанских татар и мишар, во-первых, они не имеют никакого отношения, почти не имеют никакого отношения к правящим слоям Золотой Орды, вот, в отличие от нас, например, с вами. У нас вот в Астрахани, как у Нугаев Кавказа и Крыма, до сих пор та же самая антропология, тот же самый родоплеменная структура, да? Ну, это наблюдается по названиям родов, тамгам и так далее. Еще вопрос тогда. Татары претендуют на наследие Золотой Орды. Что вы по этому поводу скажете? Уже смешно звучит. Согласен. Ну, если посмотреть на происхождение, на предков современных казанских татар и мишар, во-первых, они не имеют никакого отношения, почти не имеют никакого отношения к правящим слоям Золотой Орды, вот, в отличие от нас, например, с вами. У нас вот в Астрахани, как у Нугаев Кавказа и Крыма, до сих пор та же самая антропология, тот же самый родоплеменная структура, да? Ну, это наблюдается по названиям родов, тамгам и так далее. Даже эпосы, о которых вот Исхаков сказал, что у нас, у юртасов, их нет. На самом деле, если посмотреть источники, впервые эпос Эдиге, вариант эпоса Эдиге был записан Александром Хатько в XIX веке именно у юртовцев. Илья Николаевич Березин в турецкой хрестоматии 1857 году, изданной в Казани, приводит, значит, юртовскую именно версию эпоса Мамай. Не так давно ее переиздал ногайский тюрколог, кандидат филологических наук Юмау Каракаев в сборнике Мамай. То есть на самом деле у нас была общая, я имею в виду у юртовцев, у нугаев, которые проживают в Астраханском регионе, да, у нас была общая ногайская традиция. Даже вот так называемые касимовские, бастановские говоры, которые там приводят в качестве там аргумента, да, Исхаков и Измайлов, они на самом деле по своему происхождению ногайские. Они именно вот ногайские, которые потом испытали определенное влияние татарского языка. Дело в том, что у мишар иметь ногайские корни, это было престижно. Самоназвание так называемых романовских татар, да, было Нувай. Оно до сих пор такое. Старики там помнят. Все знали о том, что кто такие Нуваи. Это настоящие воины, степняки, повелители степей. На самом деле, вот в своих ранних работах даже сам Исхаков пишет, что, в частности, Казанское ханство, да, возглавляло и составляло знать ногайской кипчакской группы. И вот почему, значит, Казанлы, то есть казанские татары, да, назывались вот народами, которые вот жили там восточнее, там казахи, узбеки и так далее. Почему их называли нуаями? То есть внешнее название. Почему?
а именно вот по тем, так скажем, их повелителям, по их этим, как его, сюзеренам, да, в лице вот Нугаев, по нашим предкам, которые правили там. Ну, здесь можно сделать такую аналогию, которую привел тоже, по-моему, Измайлов в том интервью. В X-XII веках Поднебесную империю, ну, да, или как ее там называют, да, Поднебесную империю, соседи, жившие на севере, тюрки, а потом и монголы, стали называть Китай. Почему? По этнониму завоевателей, которые тоже вышли вот с территории современной, с границ, ну, с приграничья современной Монголии и Манчжурии. Это народ, который основал на севере современного вот, Китая и Центральной Азии государство под названием Ляо, ну, по-китайски железный. Вот. В классической исторической литературе, чтобы, так скажем, не вносить путаницу, их называют киданями. Это в ханьской такой традиции. Хотя их само название было Китай. И вот это название завоевателей, которые вот правили вплоть до прихода Джурджени в 1125 году, вот, распространилось на весь этот регион. И потом уже через монгол она попала к русским. И русские поэтому это государство называют Китай. Хотя во всем мире, и тюрки называют ее Китай, хотя во всем мире ее мы знаем как Чинна, Чайна и так далее. Да? Вот. Далее, значит, также существует вот в русских архивных источниках, которые приводит, опять же, вышеупомянутый Илья Васильевич Зайцев, письмо Исмаила, а также Мангистский выход, который платила Казань в Ногайскую Орду. Вот с этим и как раз связано, почему восточные народы, среднеазиатские, да, казахи, там, те, кто вышел из Средней Азии, называли средневолжских вот этих тюрков, татар и так далее, да, нугаями. Потому что те в то время политически зависели именно от Ногайской Орды. Карачи там сидели, вот эти 4 карачи, бека сидели именно ногайского в основном происхождения. О том, что юртовцы это нугаи, говорит много источников. Тот же Павел Небольсин. Он там написал, причем он, в отличие от наших оппонентов, это 1852 год, разговаривал непосредственно с этими сюртовскими старшинами, которые эту всю информацию дали. Да? Он пишет, что юртовцы имеют самоназвание Новай и себя, и свое происхождение ведут от золотоордынских нагаев, основателей Астрахани. Здесь это, конечно, Исхакову эту карту бить, этот козырь бить довольно сложно, поэтому он тихо, так скажем, пытается поставить под сомнение этот источник. Ну, это такая игры, так скажем, крапленными картами с их стороны. Далее, не только Павел Небольсин, да, Шежире, эпосы, генетика, этнография, полуоседлый и служивый статус, да, общая традиция. Все это говорит о истинном вот происхождении юртовских лаев. А вот спекуляции вот таких, значит, идеологов татаризма на ногайском компоненте, ну, у них они тоже довольно такие смехотворные. Например, наличие ногайского компонента у тех же части северокавказских народов, у кабардинцев, например, или у чеченцев, да, не сделало же их там ногайцами или наоборот. Это все совершенно разные народы, понимаете? У наших братьев там по Северному Кавказу при этом не появилось желание там приписать все себе, в отличие вот от отдельных идеологов из Казани. По поводу вот татаризма как политического такого сепаратистского проекта достаточно много говорил Александр Овчинников. Его статьи можно найти в свободном доступе. Вот само даже слово «нация», да, оно
что подразумевает? Она подразумевает свой такой собственный политический проект. Что знает любой политолог. Здесь хорошей иллюстрацией является, например, статья близкого друга Дамира Измайлова, Юлая Шамиль-Оглу. Можно также вспомнить выступление на республиканском телевидении ТНВ ученика Исхакова Айсина. Такой же хороший пример – это Ильнур Гарифуллин, который регулярно занимается деконструкцией Башкирии и башкирского народа, естественно, только в своем воображении. Однако его риторика разрушает вот эту дружбу народов. Опять-таки, в качестве примера же можно привести дружбу с националистическими идеологами из Республики Казахстан. Да? А также попытка пропихнуть, например, казахов младшего жуза на роль наследников Ногайской Орды и Астраханского ханства со стороны казанских вот этих представителей околонаучных и этноэлит. Это ярко показывает их реальный настрой по отношению к нам, астраханским новаим. То есть действует по такому принципу, видимо, что не доставайся это никому. Вот. Раз наше имеется в виду наследие, настоящее. Если мы, я имею в виду Казань, не будет владеть ею, значит, нужно ее отдать кому-то другому, но не нам. То есть не признать за нами это наше право, так скажем. Ну и показательно, что такие вот известные личности, как Кул-Шериф, Сеиф Сараи, Хастуган, Асан Кайглы, да, и прочие, они объявляются татарами. Тот же Идиге, например. Ну, по поводу еще что вы говорили? По поводу того, что у нас не было своих деятелей. Ответить на это достаточно легко. Дело в том, что вот современная ногайская литература и драматургия создавалась в том числе и астраханскими ногайцами, как из числа юртовцев, так и из числа карагашей. Из юртовского можно перечислить Басыра Абдуллина, Исмаила Мурзаева, Наджиба Гасри, тот же Абдулхамид Джанибеков, да, у которого отец был карагаш, мать была юртовская новайка. Вот. И многие деятели, которые вот издавали книги, учебники на ногайском языке, и которых хорошо знает ногайский народ в республиках Северного Кавказа, Карачаево-Черкесии, Республике Дагестан, Ставрополе. Да? Но, к сожалению, до последнего времени они были забыты у нас в Астрахани, в их родовых, так скажем, селах, их родовых местах. Кроме того, еще вот в средние века у нашего народа имелась высокая литература. Те же ногайские средневековые поэты, про которых вы говорили, да? Шалкиис, Асан Кайглы, Досмамбет, Туган. Все они говорили именно в своих произведениях именно о ногайском народе, а не о каких-то там мифических татарах. Да? Вот это самый такой лучший ответ таким вот, так скажем, этнокомиссарам из Казани. Да, странные, я бы сказал, даже товарищи, в кавычках, наши татаристы. Я думаю, что открытие фронтов им не простят ни башкиры, ни сибирские татары, ни ногаи, и более того, даже казахи. Я думаю, они не забудут татарский шапалак за претендование на Акорду. Вот. Вопрос такой возникает. Еще, вот сейчас они объявляют еще один фронт против ученых. В основном, конечно же, умерших, стараются живущих сейчас не задевать, чтобы они им ответ не давали. Но, тем не менее, они сейчас воюют против Центра языкознания, или как я, честно, не разбираюсь, которые диалекты ногайского языка объявил астраханский, да, и сибирско-татарский язык тоже признал.
против ученых, которые были, есть, будут тоже, они против всего выступают практически. И мне кажется, завязли в болоте лжи, из которого сейчас им трудно выбраться вообще. Вот вопрос сейчас давайте задам по поводу Сабантуя. У вас Сабантуй будет, да, в ближайшее время? Ну да, Вот, завтра. что вы скажете по этому поводу? Наш праздник, нагайский, не наш? Ну, на самом деле все знают, что Сабантуй – это чужая для нас традиция, навязанная извне. Я имею в виду юртовцам. У нас был Амиль. Аминь, барам. Да, у сибирских он называется Хамаль. У нас он назывался Амиль. Вот. Дело в том, что у нас действительно существовало земледелие, но в отличие от средневолжской традиции, у нас земледелие было поливное, а не пашенное. Плюс полуоседлое, полукочевое хозяйство, да, с отгонным скотоводством. Другой уклад. Ну, для чего этот Сабантуй проводится? Опять же, наши, так скажем, гости с Республики Татарстан приедут сюда, покажут там свои, так скажем, достижения, похвалятся, да, вот, покажут все вот это великолепие Татарстана. Мы, конечно, за них порадуемся, за их, так скажем, достижения. Ну, а потом они уедут. А проблемы, которые вот у местного населения есть, что у юртовских муваев, что у татар Астрахани, которые проживают, в частности, вот на Лиманском районе. Там есть несколько сел, которые реально живут, действительно, и Крянском районе живут татары, которые являются вот потомками переселенцев со Среднего Поволжья. Эти проблемы, они с этими проблемами так и останутся. Эти проблемы им никто не решит, кроме нас самих. Поэтому я так понимаю, что многие, кто включает голову, соображает, понимает, что одними сабантуями и вот такими акциями проблему эту не решишь. То есть надо решать, надо помогать хотя бы тем же самым этническим татарам, решать их проблемы, связанные с экономикой. Вот. Но этого никто делать не хочет. Потому что это долгий, кропотливый труд, понимаете. А тут пришел, снимал, поплясал, как говорится, и все. Потом трава не расти. Между тем минус 600 тысяч, как я говорю. Вот. Но это, в принципе, Сабантуй входит он в казанский проект, в принципе, так я думаю, да? А есть вообще будущее у казанского проекта? Ну, перед тем, как ответить на этот вопрос, я вам скажу так. У некоторых может сложиться такое впечатление, что татары, как народ, враги для новаев, да? Пытается вот так показать наши недруги. Но это не так. Конечно, не так. У нас с нашими соседями, а здесь проживает очень много различных этносов, этнических групп, я имею в виду в Астраханском регионе, у нас со всеми нашими соседями никаких проблем не существует. Я имею в виду в отношениях. Несмотря на то, что татары здесь появились как переселенцы со Среднего Поволжья в XVIII веке, да, они сами, когда сюда переезжали, они воспринимали наш диалект, и часть нашей культуры. Это вот хорошо показал в своих работах тот же Леонид Шейсултанович Арсланов, допустим. У тех же этнических татар, которые вот проживают, я вам как говорил, на Риманском районе и так далее, да, термины родства, далее термины, связанные с хозяйственной деятельностью, термины, связанные с определенными с прикладной стороны хозяйства и так далее, да, они вот именно юртовского нагайского происхождения, то есть заимствованы у нас. То есть заимствование было и с той стороны, и с этой. Это показал Арсланов. Вот. Весь вот этот негатив идет извне региона. Вот от таких националистически настроенных, так скажем, этноэлит, к которым относятся и представители
научных кругов некоторых, то есть не все, но есть там такие одиозные деятели, политики и прочее. То есть извне откуда, и опять-таки из республики Татарстан, ну и также такие же идут эти, так скажем, попытки влиять и из соседней республики, государства, это Республики Казахстан. Ну, мы видим, да, вбросы иногда такие, что там Астрахань основали там, казахи, Нижняя Волга, там Оренбург, Поволжье, Саратов и так далее. Это исконно казахские кочевья, исконно казахские земли и так далее. То есть это вот такая попытка раскачать ситуацию извне определенными деятелями. Это не имеет отношения к простому народу, я имею в виду именно вот к идеологам. Те, кто повестку вот эту формирует, идеологическую, там. Хотя надо отдать должное, в самой Республике Казахстан существуют и более, так сказать, и существуют пророссийски настроенные, и проевразийски настроенные силы, которые этих самых нациков громят. Там, по крайней мере, на своих вот интернет-порталах они прям приводят конкретные примеры, да, где показывают историю отношений между народами бывшего Советского Союза так, как она была в реальности, а не так, как ее преподносят там, по учебникам, выпущенным на деньги фонда Сороса. А что относительно критики в адрес Павлова, того же покойного, Арсланова, и, там, деятелей, да, других от отдельных деятелей в их адрес? Ну, здесь можно ответить, перефразировав древнеримского значит, деятеля Публия Сира. Пустить мертвого льва могут и шакалы, но лев останется львом, а шакалы останутся шакалами. Нет никаких сомнений, что эти оба ученых, я имею в виду и Павлова Вадима Винцеровича, и Леонида Шейсултановича Арсланова, оба они говорили о нас как о коренном населении Нижневолжского региона и именно как о ногаях. Вот. Желающие могут обратиться к их трудам снова. Они есть в открытом доступе. Ну а что касаемо вашего, значит, вопроса по поводу будущего проекта Казанского, ну, на этот вопрос можно ответить легко. Проект рушится. Сначала из этого проекта вышли Нагайбаки, Ряшины, потом выходят Карагаши, да, выходят оттуда сибирские татары, западные башкиры возвращаются к своей этничности. Ну а сейчас мы видим буквально вот, так скажем, динамики, что очередь подошла уже и для юртовцев определиться со своей этничностью. Дело в том, что этот проект, как вы говорили, татарской нации, он модерновый, как любит говорить Искандер Измайлов, да? А значит, он искусственный. Его действительно создавали в конце 19-го, начале 20 века. Сперва это был ареал как раз вот Среднее Поволжье. Про это говорил и известный российский тюрколог Бартольд, когда говорил про то, что ряд интеллектуалов в Среднем Поволжье решили дать название, ну, я такой вольной, так скажем, интерпретации, да, его цитат. Далее решили взять там в качестве этнонима термин татар, хотя надо сказать, чтобы быть объективным, что было и противодействие со стороны представителей, так скажем, интеллектуальной, духовной части значит, населения Среднего Поволжья. Да? Даже великий Тукай, Дула Тукай над этим, так скажем, ну, выражаясь современным языком, троллил, да, отдельных личностей, говорил, что сейчас везде вот такой
понятие там татарский применять, там татарский это, татарский то и так далее. По-моему, по отношению к господину Баталу обращался. Он говорил, что жалко, говорит, не придумали татарского сумасшедшего дома, чтобы таких личностей туда, так скажем, определить. Но нет такого. Вот. Тот же Изавуддин Фахриддинов этот самый этноним критиковал. Вот. Так вот, этот самый, значит, проект, его поддерживали в начале 20 века капитал казанских купцов. Затем его поддерживает уже после 17 года советская власть. Как промежуточную фазу, как стадию для ассимиляции всех народов в один советский народ. Инерция этого процесса видна на примере вот ассимиляции самих средневолжских татар, когда вот в смешанных браках, да, дети выбирают русскую этничность. Ведь, согласитесь, легче сделать из тебя сперва татарина, да, а там далее окончательно стереть твою идентичность. Ну, я имею в виду советский период. Ну, я уже сказал, все это происходит до сих пор. И я понимаю, что это не в интересах самих казанских татар, которые вот сейчас растворяются даже в самой Республике Татарстан. Вот. Этот проект держался из-за его поддержки советской властью. Да? Потом был, после распада Союза, определенный всплеск на волне вот, националистических и сепаратистских настроений, да, то есть маятник, так скажем, качнулся в другую сторону. Ну, я не говорю не у всех, но у ряда представителей этноэлит Республики Татарстан. Ну, а потом уже в течение где-то 25-20 лет он начинает медленно сдавать позиции и издыхать, питаясь слабейшей поддержкой элит уже Татарстана. То есть у этноэлит Татарстана, так скажем, экономическую базу выбивают. Вот. И это уже сказывается на их, так скажем, влиянии в других регионах. Но спесь осталась, да, до сих пор, так скажем, пытаются там жить реалиями 90-х годов. Ну, сейчас на дворе у нас не 90-е, мир меняется. Поэтому к этому изменению, к этим объективным реальностям надо, так скажем, подойти объективно, а не субъективно, чем там через свой какой-то образный взгляд на будущее. Во-вторых, хотим специально отметить, что адепты здесь отдельные, конечно, я имею в виду в Астраханском регионе, есть татаризма. Они все периодически пытались и пытаются поджигать вот эту ситуацию внутри региона. Ну, мы это видели с вами на примере инцидента высказываний по Цаган-Аману или с памятником Ивану Грозному, да, сколько здесь там эмоций всяких и выступлений в различных интернет-ресурсах было. Или самый такой яркий пример, что уже неоднократно происходит обвинение в их экстремизме, это недавний пример по обыскам в офисе ресурса «Миллиард татар». Но, видимо, эти обыски не просто так происходят, не на ровном месте. Ну и то, что уважаемый Дамир Исхаков является одним из основателей Татарского общественного центра ТОЦ, который признан экстремистской, да, и другом Рафиса Кашапова, который сейчас ведет активную деятельность за бугром, деструктивную по отношению к нашему государству. Это тоже никуда не деть, никуда спрятать не получится. Айсик, по-моему, тоже, да, ученик? Да. Вот. Ну что ж, мы плавно подошли к теме, к одной, которую они тоже поднимали в своем видео. Говорят, в Астрахани Ногаи, астраханский Ногаи, ну то есть вы, в Астрахани сущие Ногаи, увеличились за счет кавказских Ногаев. То есть мы пришли там и расплодились. Правда ли это?
Ну, я вам скажу так, нагайцы из республик Северного Кавказа, они не от хорошей жизни оттуда, так скажем, переезжали, мигрировали, да, там есть экономические проблемы определенные, и политические были моменты. Ну, это, в частности, вот, две чеченские войны в 90-х годах. Вот. Но я вам скажу так, в Астрахани тоже экономическая ситуация сейчас не айс. Вот. Отсюда уезжают в этом, ну, на заработки многие представители коренных народов, которые проживают в Астраханском регионе, из числа русских, казахов, там, татар, нагайцев и так далее. Поэтому многие нугаи, которые здесь, я имею в виду, жили здесь, переселились сюда с Северного Кавказа, они уехали уже давно. Кто в Москву, кто на севера. Поэтому численность нагайцев в Астраханском регионе в последнее время растет не за счет миграции с Кавказа, а прирост связан именно с местными нугаями, с карагашами, с юртами. Прервалось на секундочку. Продолжайте. Это, значит, как естественный прирост, так и возвращение к своей природной этничности представителей вот этих групп нугаев Нижнего Поволжья, которые я перечислил. Это даже при том, что многих записали татарами, да, против их воли, как нам сообщали вот наши информаторы, не спросив их даже. И несмотря на это, все равно, значит, во время последней переписи очень много нагайцев, вернее, нугаев, юртовских, карагаши, там, кундрау, утар и нугай-казахов записались именно нагайцами. Да, как... Ну что же, остается, наверное, последний вопрос. Я не знаю, он, может, даже совпадает с казанским проектом. Вот. Но, не знаю, вам виднее будет, наверное, ответьте, пожалуйста, будущее татарского проекта. Есть ли оно? Ну, смотрите, здесь можно попытаться, конечно, провести такую историческую аналогию. Уважаемый Искандер Измайлов приводил в этом интервью, ну, в том интервью, где они давали вместе с Скаковым, да, он там говорил о народе, еще раз говорю, возвращаясь к этому, о народе жужжане. Вот. Есть одна гипотеза, что жужжане после того, как их разгромили, часть жужжане, когда их разгромили алтайские тюрки, основали тюркский каганат, часть жужжане, которая не была уничтожена древними тюрками и не пожелала им покориться, а также не захотела уйти в Китай, они ушли на Запад. Ушли на Запад. Это одна версия. Другая версия, что народ, который проживал в Приоралье, известный под названием варханитов и хуни, тоже, значит, сдвинуты со своих мест завоеваниями тюрков первого каганата, уходят на Запад. И на Западе они появляются первоначально вот в степях Северного Кавказа, и там они заявляют себя под именем авар. Это вот древний народ, который был в памяти некоторых народов Северного Кавказа, в частности Сабир и так далее, да, авар. И они выдают себя вот за тех настоящих авар, да, которые когда-то в Центральной Азии разгромили вот предыдущих кочевников. И вот этот трюк у них удался на тот момент.
То есть те народы покорились им, побоявшись повторить ту историческую судьбу, которая была у них ранее, да. Но для того, чтобы не путать настоящих абар или авар, которые жили в Западной Монголии, в Джунгарии в частности, да, с вот этими варханитами и так далее, по-моему, Гумилевым была введена такой термин, как псевдоавары. Именно эти псевдоавары потом основали аварский каганат в Паннонии, это территория современной Венгрии, там терроризировали восточных и западных славян, там нападали на Византию, на франков и так далее. Ну, в конечном итоге, когда у них силы закончились, да, они были своими соседями уничтожены. В древнерусских летописях они упоминаются как обры. И когда они исчезли с исторической, так скажем, сцены, с исторической арены, появилась такая поговорка на Руси, значит, по-моему, исчезли яки-обри, что такое. Исчезли аки-обри. О, точно. Поэтому здесь вот такая аналогия. Ну, в 19-20 веках рядом интеллектуалов из среды средневолжских мусульман было принято решение называть себя татарами, тут не путать их с центральноазиатскими вот этими монголоязычными татарами, проще называть, ввести термин псевдотатары, понимаете? Ну, я утрирую. Вот. Что получается? Проект, название которого, да, проект, который первоначально был основан на лжи, он обречен на провал. Как сказано в Священном Коране, пришла истина и сгинула ложь. Ну, мы видим, что этот проект в лице татарской модерновой нации, он разрушается у нас на глазах. Я так понимаю, что со временем все-таки найдутся среди интеллектуалов в Республике Татарстан и так далее, действительно, настоящие историки, этнологи и так далее, да, которые напишут настоящую историю происхождения средневолжских татар от их великих предков, от булгар, других народов Среднего Поволжья, да, и все станет на свои места. Но это их дело уже. Это их проект, это их судьба, это их выбор, так скажем. Что они будут делать, это их дело. Мы туда не вмешиваемся. У нас сейчас главное – это вернуть свою этничность, восстановить ее и передать вот эту традицию, наследие и так далее своим, так скажем, молодым поколениям. Что для этого нужно сделать, я уже говорил. Надо обрести, вернее, восстановить, но старые, новые в скобках старые имена. Для нашего народа это имя Ногай. То есть мы, когда восстанавливаем вот это имя Ногай, мы с вами выходим за пределы регионов, одного региона. Мы уже как бы обретаем межрегиональный такой статус. Второе – это усиление, условно говоря, ритуала. Что туда входит? Туда входит кодекс, поведенческий кодекс, да, намаз. Туда входят обычаи наши, туда входят различные там традиции, свадебный ритуал, там, похоронный ритуал, какой там еще, ритуал именоречения и прочее, прочее, прочее. Почему это важно? Это важно в том плане, что любой ритуал, он является как бы иммунитетом народа
этноса к внешним заимствованиям, разрушительным, когда одно вот, природное понятие пытается подменить там каким-то внешним извне, понимаете? Ну и третье, это рисуем, так скажем, образ будущего. А наше будущее – это в семье, ну, имею в виду нашего народа, это в семье, в общей семье, большой семье народов большой России, Великой Евразии. Вот такое у меня видение нашего проекта. У вас видение прекрасное, энциклопедические знания. От души, от себя. Я даже думаю, что от имени нашего народа иншаллах. Сау Амин Кахай. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум салам.